Взмах руки и палитра звуков превращается в невесомые образы, обволакивая слушателей и растворяясь в их сердцах. Так исполнять музыку может только настоящий мастер. Недаром Александра Яковлева называют пианистом 1001 стиля. Музыканту только 40, а его имя известно далеко за пределами России. Блестящий пианист, лауреат более 50 международных конкурсов и престижных наград, впервые выступает на абхазской сцене. Я приехал, буквально вчера был концерт в Сочи в органном зале, и сегодня я выступаю в филармонии Сухуми, чему несказанно рад. Я впервые играю, это, в общем-то, мой дебют в Абхазии. Несмотря на то, что я очень хорошо знаю уже эту страну, с детства самого, всегда солнце, все самые яркие воспоминания я приношу с собой из Абхазии. Даже приезжаю иногда, бывает, зимой, вот, просто чтобы напитаться радостью. После пандемии очень людям требуется общение. Музыка, она скрепляет, это скрепка, которая наши души соединяет. И это очень, очень здорово приехать в Абхазию, я очень счастлив. О смысле классической музыки говорить можно долго. Историческая ценность, культурное наследие, нравственная составляющая. И это лишь малая часть ее значимости. Классическая музыка – это выбор настоящих ценителей искусства. В отличие от эстрадной, классическая музыка живая и вдумчивая. Удивительно наше знакомство и встреча. Так случилось, что наша общая знакомая присутствовала на его концерте, по-моему, в Краснодаре или в Ростове. И после концерта подошла, чтобы выразить свое восхищение его игрой. И когда он узнал, что она из Абхазии, он как-то так сказал, что был бы рад выступить. И вот так завязалось наше знакомство, мы созвонились. И он с удовольствием включил свое выступление в Абхазии. Программа выступления охватила широкий круг произведений прославленных композиторов. На концерте звучала музыка Чайковского, Рахманинова, Шумана. Это тот редкий случай, когда известные произведения засияли новыми красками. Прежде всего, это «Времена года» Чайковского, очень известная всем. Каждому человеку на земле пьеса, и будь то японец или там, как в любой стране мира, знают «Времена года» Чайковского. Это очень дорогое мне произведение. Тем более «Времена года» Чайковского, они сопоставимы с временами года человеческой жизни. Вы знаете, я вот предпочитаю, иногда бывает спонтанно решать произведения, потому что у меня очень много, большой репертуар, все произведения, естественно, готовятся к разным концертам. Если вдруг я чувствую, что сегодня Шумана, играю Шумана. В программе заявлен Шуман, в том числе симфонический этюд. Такой очень мощный, серьезный концерт. На следующий день после концерта Александр Яковлев провел мастер-класс для начинающих музыкантов. В малом зале филармонии собрались педагоги и учащиеся музыкальных образовательных учреждений. Ариана Аргун – выпускница факультета фортепиано Сухумского музучилища. В числе зрителей она посетила концерт Александра Яковлева, а сегодня ей посчастливилось попасть на его мастер-класс. Мне понравилось, естественно, все, но, наверное, удивил больше всего Чайковский, то есть цикл Чайковского, наверное, рафинированностью подачи. Вот. Я такой подачи еще не слышала. Нам в училище сказали, что приезжает прекрасный пианист, и у нас есть возможность поработать с ним. Вот. Нам предоставили такую возможность. Чего ты ждешь от мастер-класса? Замечаний. Чего-то, что я могу усовершенствовать, наверное. Александр преподал урок виртуозной игры, поделился своим исполнительским опытом, дал юным музыкантам множество полезных советов и замечаний. Одна из его еще таких направлений жизни, да, это вот поиск и поддержка молодых музыкантов. И как-то так Абхазия была вне поля его зрения, а сейчас он очень заинтересован. К тому же он организатор большого конкурса международного Гран-Пиано Инпалас в Питере. И в этом году он приглашает для участия абхазских музыкантов, студентов музыкального училища. Посмотрим, сложится ли в этом году, но в любом случае мы как бы себе на заметку взяли это мероприятие. По словам Александра Яковлева, он по-настоящему счастлив в профессии, ведь у него есть возможность заставить звучать в сердцах людей великую музыку. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Арина Гухава, Абхазское телевидение.